Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып отбасылық тұрмыстық қылмыстар үшін жауапкершілікті арттыру туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Ерасыл Бақытжанұлы Жұмақанов, Астана қаласы прокуратурасының сотқа дейінгі тергеп тексеру және қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры. Гүлмира Тілеуғалиқызы Шрахметова, Астана қаласы полиция департаментінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімінің басшысы, полиция подполковнигі. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – об усилении ответственности за семейные бытовые преступления. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерлерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сондай-ақ өз сұрақтарыңызды әлеуметтік желідегі парақшаларымызға қалдыра аласыздар. Ендеше Ерасыл Бақытжанұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Берілген сөз үшін рахмет. Правоохранительными органами на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка в столице. В том числе уделяется особое внимание преступлению против личности. Многие граждане не осведомлены, что в настоящее время действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за нанесение легкого вреда здоровью и побоев. Так, 15 апреля 2024 года главой государства подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, предусматривающий криминализацию умышленного причинения легкого вреда здоровью и нанесения побоев, который вступил в законную силу 16 июня 2024 года. С момента вступления в силу закона по конец 2024 года органами полиции столицы зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований 1184 уголовных правонарушений. По фактам нанесения легкого вреда здоровью 676, из них в семейно-бытовой сфере 238. По фактам нанесения побоев 508 фактов, из них в семейно-бытовой сфере 39 уголовных правонарушений. Направлено в суд 142 дела. С 1 января 2025 года же зарегистрировано 74 уголовных правонарушений. Следует также необходимо отметить, что субъектами данных видов преступности являются как лица мужского, так и женского пола. Теперь касательно перейдем к пониманию легкого вреда здоровью и побоев. Согласно статье 3 пункта 13 Уголовного кодекса, под легким вредом здоровью понимается вред здоровью человека, причинивший кратковременное расстройство здоровья, то есть на срок не более 21 дня, или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Говоря простым языком, это те телесные повреждения, которые не были опасными для жизни при их нанесении. В соответствии со статьей 109 прим. 1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан под побоями понимается нанесение телесных повреждений, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. Говоря простым языком, это под побоями понимается нанесение многократных ударов, в результате которых на теле потерпевшего не возникает никаких повреждений анатомической целостности органов. К побоям могут относиться возникшие на теле потерпевшего кровоподтеки, ссадины, кровоизлияния. А в случае же с легким вредом здоровью могут быть травмы, такие как, например, сотрясение головного мозга и тому подобное. Следует здесь отметить, что характер и степень тяжести причинения вреда здоровью определяется заключением судебно-медицинской экспертизы, назначенной постановлением органа, ведущим уголовный процесс. Теперь касательно меры наказания. В целях предупреждения прокуратура города разъясняет о том, что за умышленное причинение легкого вреда здоровью предусмотрен штраф в размере от 200, то есть это у нас до 70-86 400 тенге МРП, либо арест сроком до 50 суток, а совершенное в отношении членов семьи штраф в размере до 1000 МРП, либо лишение свободы до 2 лет. За нанесение побоев уголовным законодательством предусмотрен штраф до 80 МРП, либо арест сроком до 25 суток, а совершенное в семейно-бытовой сфере штраф в размере от 100 до 200 МРП, либо арест сроком от 30 до 50 суток. Следует здесь необходимо отметить, что с января 2025 года 1 МРП составляет 3932 тенге. Теперь перейдем к реальным живым примерам. К примеру, в июле 2024 года виновный, находясь у себя дома, нанес своей супруге несколько ударов в область головы и тела ввиду возникшего у них имущественного спора. В результате приговора межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 4 декабря 2024 года
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 МРП в сумме 369 200 тенге. В другом случае, 17 июня 2024 года, в дневное время суток обидчик, находясь в гостинице, в ходе возникшегося конфликта по поводу получения своего удостоверения личности, используя в качестве залога, действуя умышленно, схватил рукой за горло и толкнул кулаком в грудь потерпевшего администратора гостиницы. Тем самым причинил ей легкий вред здоровью. По результатам расследования приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 30 июля 2024 года виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до 1 года. Сроком 1 год. Здесь следует отметить, что судом установлен пробационный контроль на весь срок отбывания наказания осужденным. Возложена обязанность не менять постоянное место жительства, работы, а также учебы без уведомления уполномоченного органа, осуществляющего контроль за его поведением. Также судом установлены запреты по непосещению увеселительных заведений, игорных заведений, букмекерских контор и тому подобное. Наряду с этим осужденный привлечен по приговору суда к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, сроком по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Контроль же за поведением осужденного возложен на службу пробации по месту его жительства. Суд также при назначении наказания учитывал степень и характер общественной опасности совершенного деяния виновным, а также мнение потерпевшего. То есть потерпевшая на стадии рассмотрения суда делом не хотела примиряться с подсудимым. Она просила суд назначить ему более строгую меру наказания в виде лишения свободы. Кроме того, подсудимый свою вину лишь признал после изучения всех исследований, изучения всех материалов дела и после просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, которые имели место быть в гостинице. То есть лишь после этого он признал свою вину. Суд с учетом этих обстоятельств назначил ему меру наказания как ограничение свободы. Кроме того, суд учитывал, что он официально не трудоустроен, в связи с чем менее строгую меру наказания, как штраф, не смог назначить. Теперь касательно пробационного контроля. Под пробацией в соответствии со статьей 3 пункта 7 Уголовно-исполнительного кодекса понимается система видов деятельности и индивидуально определенных мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, которых определен законом, для предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений. Осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, обязан исполнять все возложенные судом на него обязанности, выполнять требования сотрудников службы пробации, не посещать места, определенные судом по представлению службы пробации, не менять без уведомления службы пробации место жительства, работы и учебы, не выезжать за пределы административно-территориального участка без уведомления службы пробации, соответственно. Это регламентировано статьей 66 части 1 Уголовно-исполнительного кодекса. Наряду с этим осужденный в соответствии со статьей 11 части 1 пункта 5 Уголовно-исполнительного кодекса обязан не покидать территорию Республики Казахстан до полного отбывания основного наказания или освобождения от наказания, истечения срока пробационного контроля, истечения срока отсрочки в исполнении наказания. Нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы является неисполнение вышеуказанных требований, в том числе умышленное повреждение, порча электронных средств слежения, совершение административных правонарушений, посягающих на права личности, права несовершеннолетних, семейно-бытовые права, общественный порядок и нравственность, из-за совершения которых на осужденного наложено административное взыскание. Злостными нарушениями отбывания наказания в виде ограничения свободы является повторное совершение в течение года вышеуказанных нарушений, в том числе выезд за пределы РК, совершение осужденного уголовного правонарушения, отказ от выполнения законных требований, а равно оскорбление либо угроза причинения вреда здоровью сотрудникам службы пробации, скрытие от органов пробации, а также уклонение от выполнения принудительного труда без уважительных причин. Скрывающимся от службы пробации считается тот осужденный, местонахождение которого более 15 дней неизвестно, то есть он не уведомил службу пробации. Это у нас регламентировано статьей 67 части 3 Уголовно-исполнительного кодекса. Здесь следует отметить, что в случае нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы к осужденному применяется взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы на лишение свободы. В заключение хотел сказать, что с учетом актуальности данного вида преступности, а также в рамках исполнения норматива Генеральной прокуратуры «Закон и порядок», столичная прокуратура призывает всех жителей и гостей столицы не применять грубую силу
при разрешении споров, то есть разрешать все возникшие конфликты и споры только лишь в правовом поле. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры города. Спасибо за внимание. Ерасыл Бақытжанұлы, бөліскен ақпараттарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі Гүлмира Тілеуғалиқызы, өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың мәселелері әлі күнге дейін өте өзекті болып отыр. На сегодня профилактика бытовых преступлений остается одной из самых основных задач органов внутренних дел. Принимаются все законодательные рычаги воздействия в отношении семейных дебоширов и агрессоров. Несмотря на принимаемые меры, уровень семейно-бытовой преступности растет на протяжении последних 3 лет. При этом главной причиной бытовых преступлений остается пьянство. Нами в этой части принимаются превентивные меры профилактики. Это пресечение фактов нарушения реализации алкогольной продукции в ночное время, нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Это важный профилактический рычаг воздействия на сознание бытовых дебоширов, особенно когда сохраняется риск совершения ими нового насилия. В качестве усиления профилактики, помимо посещения по месту жительства, внедрена дистанционная проверка лиц, склонных к совершению бытовых правонарушений через видеозвонки. Также в целях усиления профилактики нами активизирована работа с подучетным контингентом. Продолжаем работу по направлению на принудительное лечение от алкоголизма и наркозависимости. Шире привлекаем КСК и жителей к пресечению фактов бытового насилия. Усилим контроль за отработкой участковыми инспекторами повторных вызовов по семейным скандалам. Однако решение проблемы бытового насилия помимо полиции напрямую зависит от активности других заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций. Женщины зачастую терпят побои и издевательства до последнего, скрывают это от полиции, пытаясь самостоятельно перевоспитать, повлиять на супруга или сожителя. На это уходят недели, месяцы и нередко заканчиваются трагически. Страдают дети. В этой части нами реализуются мероприятия по защите прав потерпевших с вовлечением неправительственных организаций столицы. Оказывается психологическая помощь, юридическая поддержка. За прошлый год в кризисные центры помещены 384 лиц, более 120 женщин и 264 детей, являющиеся пострадавшими от бытового насилия. Проведена психокоррекционная работа. Здесь важно шире пропагандировать населению о существовании организаций, оказывающих лицам, страдающим от насилия. Неправительственные организации по работе с женщинами и детьми с учетом стабильного роста численности населения города. Осы тұрғыда Астана қаласындағы 3 дағдарыс орталықтарын атап өткім келеді. Біріншісі Астана қаласы әкімдігі жанындағы Үміт дағдарыс орталығы, екіншісі Қорғау Астана, үшіншісі Аналар үйі. Осы 3 дағдарыс орталығымен біз тығыз байланыстамыз. Қандай да бір әйелге, балаға көмек қажет болатын болса, осы дағдарыс орталықтары бізбен әрдайым әріптестікте. Население должно знать, что есть такие социальные службы или организации, способные обеспечить жизненно важную поддержку в сложных ситуациях. Еще одна проблема, требующая решения, это проведение работы с агрессорами, семейными дебоширами, психологической коррекции их поведения. За прошлый год на канал 102 поступило около 10 тысяч обращений граждан по фактам агрессии в семьях на бытовой почве. Күнделікті жүзек каналына 30-ға шейінгі қоңыраулар келіп түседі, ал сенбі және демалыс күндері, мереке күндері бұл сан 2 есеге шейін өсіп жатады. Такой рост обусловлен различными проблемами. В условиях потери дохода семьи, отношений между близкими,
усугубляется и порой переходит в формы насилия. За 2024 год вынесены 9251 защитных предписаний по недопущению правонарушений по факту насилия. Установлено 782 особых требований к поведению правонарушителя. В целях усиления профилактики активизирована работа с подучетным контингентом. Поставлено на учет алкоголики 2253, наркоманы 608, семейные дебоширы 8813. Ведется работа мобильных групп по выявлению семей, в которых совершается насилие, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К примеру, всего проведено обходов 2149, в том числе выявлено 64 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Выявлено и поставлено 75 родителей на учет, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. По статье 127 Кодекса об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено 121 лицо. Одной из форм предотвращения рецидива бытового насилия явилось внедрение на территории столицы по немецкой методике Адара. В оценке риска в случаях насилия на бытовой почве проводится пилотный проект. Сотрудниками полиции совместно с представителями Республиканского общества Акелер Қоғамы, Общественного фонда Центр семейного успеха, Сенмен Болашақ и кризисные центры УМЭД, в том числе, проводятся психокоррекционные работы с агрессорами. С момента внедрения методики Адара проведено более 15 тысяч опросов, в том числе правонарушения по причине алкоголя 4496, ревность 939, социальная необустроенность 1360, вмешательство родственников 696, лудомания 75, вопросы опеки над детьми 203. По результатам опроса у 106 лиц выявлен высокий риск и оказана помощь государственных органов и неправительственных организаций 143 лицам. С момента вступления в силу закона зарегистрировано 1184 уголовных правонарушений. Это статья 108 прим. 1 Уголовного кодекса «Причинение легкого вреда здоровью» и статья 109 прим. 1 Уголовного кодекса «Побои» 508. А в сфере быта 39 приняты решения по 1089 дел, из них 142 направлено в суд. Еженедельно проводим практические занятия с сотрудниками, в том числе 412 сотрудников участкового инспектора полиции, 197 дознавателей и 318 следователей. В участковых пунктах полиции установлены 32 компьютера, подключенных к системе ЕУД, Алматы и Байконур по 9, Сарыарка 11 и Силь-3. Приобретены еще 73 комплекта. В рамках проекта «Цифровой полицейский» все участковые обеспечены видеорегистраторами. Всего по департаменту 1624. Подводя итоги, отмечу, сейчас наша общая задача планомерно организовать работу по обеспечению защиты женщин и детей от бытового насилия. Пользуясь случаем, хочу сказать, что существуют телефоны доверия. По республике это 111, работает в круглосуточном режиме 24/7. Есть телефоны доверия отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием 71 60 63 и кризисные центры это 49 78 89. Отбасы-тұрмыстық саладағы құқық бұзушылыққа тап болсаңыз, дереу 102 каналына қоңырау шалуларыңызды сұраймыз. Өйткені сіздің қоңырауыңыз басқа бір адамның өмірі мен денсаулығына араша болуы әбден мүмкін. Ал отбасы-тұрмыстық салаға душар болған кез келген адам мемлекеттің тарапынан және үкіметтік емес ұйымдардың тарапынан көмекке қол жеткізе алады. Сіз жалғыз емессіз.
Рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Гүлмира Тілеуғалиқызы, бөліскен ақпараттарыңызға да рахмет. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Бізге келіп түскен сұрақтар бар екен. Бірінші сұрақ. Какая раньше была ответственность и мера наказания за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев? Ранее за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев была предусмотрена административная ответственность. То есть за причинение легкого вреда здоровью был предусмотрен раньше штраф в размере 15 МРП, либо административный арест сроком до 15 суток. Совершенное в семейно-бытовой сфере было предусмотрено официальное предупреждение, либо же административный арест сроком на 10 суток. За нанесение побоев был предусмотрен штраф в размере 10 МРП, либо административный арест сроком до 10 суток. Совершенное в семейно-бытовой сфере был предусмотрен официальное предупреждение, либо же арест сроком на 10 суток. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ келіп түскен екен эфирден. Что учитывается при назначении наказания? При назначении наказания судом в соответствии со статьей 52 части 3 Уголовного кодекса учитывается степень и характер общественно опасного деяния подсудимого, его, получается, смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияющие на его ответственность и наказание, также мера наказания, которая может исправить осужденного, его семейное положение, его личность, а также его поведение до и после совершения уголовного правонарушения. Жауабыңызға рахмет. Құрметті Ерасыл Бақытжанұлы, Гүлмира Тілеуғалиқызы, уақыт бөліп Астана коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметтеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.